Менә без Дәрвиш өендә утырабыз. Безне аның эшләренең берсе бу өйдә Ләйлә ханым каршы алды. Хуҗа үзе Севастопольдә икән. Менә безнең бик беләсебез килә. Иске шәһәр бит инде ул осталар шәһәрчеге. Монда кайсы гына ишек алдына керсәң дә, аның я тимерче ул, я нәрсәдер чүлмәк ясаучы ул, я тукучы, менә бик күп һөнәрчеләр бик күп. Шуңа күрә дә инде аны юкагына һөнәрчеләр шәһәрчеге димәгәннәр. Менә без монда кергәч тә бу һөнәрчеләрне ничектер бергә тупланган урынын күрәбез. Монда нәрсә генә юк менә. Чүлмәк тә бар монда, рәсемнәр дә монда үзләренең эшләрен тәкъдим иткәннәр. Монда тукучыларны да күрәбез. Менә Ләйлә ханым, әйтегез әле, менә шушындый Дәрвиш өе төзергә нәрсә тәрбиш бирде? Әле бит ул урыны да бик шундый уңышлы сайланган, хан сарайына чыга тәрәзәләр. Мен русча айтайын. Рустам Ага купил этот дом, Рустам Дервиш купил этот дом случайно. Нашел этот дом, купил этот дом, и возникла идея создать здесь музей. Собрана здесь, в этом доме, экспозиция, и проделана огромная работа. И мы рассказываем о том, как был устроен быт семьи, которая жила в этом доме. Ну и сейчас мы с вами в кофейне. Кофейня и мастерская на первом этаже – это современное здание. И здесь тоже огромное количество изделий крымских мастеров. И тоже проделана и проделывается ежедневно огромная работа, работа с мастерами, собрание всего этого. Это тоже огромный труд. И всем этим, все это идея Рустама Ага Дервиша. И он мастер-медник, делает медную посуду, и вся эта посуда, она вся основана на той посуде, которая была раньше. Менә монда тагын бер әйбергә без игътибар итәбез. Монда уйлап чыгарылган әйберләр юк дип әйтик, әйме? Монда Кырым татарларының тормыш көнкүрешен тулысынча күз алырга мөмкин. Чөнки монда шул ук сәкеләр дип әйтик инде, шул ук киштәләр. Менә ничектер монда аерым бер дизайнер эшләдеме? Яки инде сез турыдан-туры иске, элеккеге йортларның традицияларын күчереп алдыңызмы? Здесь не работает дизайнер. И здесь, да, как вы и сказали, здесь традиция крымских татар, здесь традиционная мебель крымских татар, та, которая была использована в 19-м, начале 20 века. Традиционная входная группа, традиционные полки под потолком, которые называются у нас раф, на них стояла посуда, традиционные занавески на окнах, ну и, конечно, кофе. Подаем кофе, варим его в джезве. Джез – это медь, и сосуд из меди для варки кофе тоже можно у нас здесь на первом этаже приобрести, например, если кто-то очень любит кофе. У нас вот просто рай для кофемана. Ну и мало здесь вымысла, здесь все традиционная традиция. Мен инде уйлыйм, бу хуҗаның идеясы тирәсендә сәнгать әһелләре дә, шул ук һөнәрчеләр дә үзләре туплана торгандыр. Шулай бит. Чөнки эшләгән эшне бит аны күрсәтәсе дә килә. Менә сез ничек җыясыз менә бу булганмага Вали Самат әсәрләрен? Алар сезгә үзләре тәкъдим итәме, әллә сез инде осталарны белгән хәлдә алардан үзегез сайлап аласызмы? Немножко не поняла. Хәзер әйтәм.
мастера вам сами предлагают эти работы? А, Или вы сам, зная уже того или иного мастера, сами подходите в мастерские, выбираете, что вам нужно? Хочу сказать, что сейчас, конечно, уже многие мастера знают о нашем доме, о нашей традиции, о наших задачах. И если это новый мастер, то приносит свою продукцию, и мы рассматриваем ее, ставим в нашу экспозицию, в наш музей. И раньше это было так, что искали мастеров, искали традиционных мастеров, которые делают традиционную посуду, традиционных форм. Каждый из этих блюд, каждый есть название, предназначение, все это, ну, Bu şeyde, bu yırtma hocası derviş evinde ettik. O inde коллекционер olarak bu işrafta. Şılay можно сказать и так. Самая главная цель Рустем Ага, наша цель нашего комплекса — это познакомить с культурой крымских татар, познакомить с традицией крымских татар. Ну и крымские татары — это коренные жители, коренной народ Крыма. И многие об этом не знают, многие не знают о том, кто мы. И, в общем, наша задача познакомить всех людей, всех, кто интересуется, с нашей культурой. Менә йортның хуҗасы белән дә якыннанрак танышып китсәк иде. Давайте поближе познакомимся с хозяином этого дома. Да. Рустем Дервиш, мастер-медник, всю жизнь мечтал работать руками и собрал огромную коллекцию. Я вам покажу коллекцию у нас в мастерской, коллекция посуды, старой посуды. Так или иначе покупал ее или кто-то дарил уже дарит нам, приносит в наш музей, дарит посуду. Изучал вот эти формы, эти материалы, которые были использованы в изготовлении посуды. В основном посуда была медной, поэтому Рустем Ага у нас мастер-медник. И традиционный орнамент, который вот на посуде, это все орнамент, весь орнамент, все их значения, все эти значения орнамента, они были взяты со старой посуды. Вот. У каждого орнамента есть смысл, все это он трактует, очень много знаний, очень много информации собрал, и, в общем, любой желающий может узнать у него. Вот вы еще так, нам этого мало, я думаю, да? Да. Он родом из Бахчисарая или Он, Тумыш-Рафаэль? его предки южнобережные, его предки судакские были, Кламбат, были такие села, старые названия, крымско-татарские названия. Всю жизнь почему-то, говорит, нравился Бахчисарай, нравилось гулять улицами Бахчисарая, приезжал сюда с семьей своей, с детьми. И ведь это город мастеров, исторически здесь были ремесленные мастерские, и любил вот находиться здесь, пить кофе с семьей. И вот возникла возможность купить этот дом, продавали дом, старый дом, крымско-татарский дом. И, в общем, вот вокруг этого дома сейчас вот мы с вами сидим в современном здании. Вот возникли вот идеи за идеей, вот задумка этого комплекса, она со временем. Рустем Дервиш'in etkilenisinin ne kişiler bu? Родители. Родители... Чем занимались? Родители были простыми людьми. Отец жив, мама умерла. Работали не с медью, не руками. Ну, то есть
как это, советские люди. Вот. Отец был водителем, раньше работал водителем, мама, по-моему, у него парикмахер была. Почему идея работать с железом, с металлом, не знаю, может быть, кто-то из предков был ремесленниками. Менә без сөйләшеп утырганда сез балаларны коткарган ханым турында да әйтеп киттегез. Ул шушы тирәдә яшәгән булса кирәк. Да, немножко не поняла. Вы рассказывали нам про женщину, которая спасла детей. Да. Она где-то из этих мест? Да. Я рассказала вам про Саиде Арифову, которая жила недалеко от Ханского дворца. Она в военное время, во время войны, она работала в детском саду. Детский сад до сих пор, кстати, существует. И она спасла еврейских детей. У нее была возможность подделать документы, и она скрыла, что они евреи. Вот. Таким образом она спасла их от немцев, спасла их от расстрела. Она их переписала ведь? Да, она их переписала. Именно так. И сейчас она, конечно, уже умерла. Хочу сказать, что эти семьи, эти еврейские семьи потом уже по прошествии времени находили ее, благодарили ее. И есть фильм о ней. То есть она была вот такой вот героиней. Где-то жила по соседству, выходит. Да, недалеко здесь, в той части города. Я слышала, что садик хотят переименовать ее именем. Это так? Да, хотят переименовать, но не знаю, получится ли это или нет. Да. Будем надеяться, что Да. Она ведь переписала детей в национальность графу Караима и приходила, подтверждала, вы говорили? Да, она фашистам? подтверждала на допросе о том, что эти дети не евреи. Не знаю, как она их записывала, как караимов или как крымских татар, точных сведений об этом нет. Но, в общем, она их спасла от гибели. Вы предпочитаете каких-нибудь художников? Как подбор идет? Вот здесь мы видим и современных художников, и более таких уже традиционных работ. Это все, что вы видите на стенах, это личная коллекция Рустама Дервиша. То, что ему нравится, то, что ему по душе, он приобретает. И, в общем, те, кто приходит к нам, могут познакомиться с крымскими художниками. Мы рассказываем о них, мы даем их контакты. И все это наши современники. Вы можете сказать, что коллекция Рустама составляет столько единиц кувшинов, столько единиц картин? Есть какие-то данные? Нет, таких данных у нас нет, к сожалению. Таких данных нет. Это единственный дом-музей? Или еще где-то есть? Нет, радостно, что сейчас есть такие дома и... Нет, вот лично его. Его, да. Это единственный дом, да? Да. И я могу показать вам старый дом, мы можем его посмотреть, Да, с давайте вами посмотрим. пройти в жилую часть дома. Мгм.